Энергомост запустили, а связь пропала. Российская администрация Крыма не смогла провести селекторное совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации на полуострове. После запуска второй ветки энергомоста Кубань-Крым сгорела аппаратура связи. Не выдержала от радости, прокомментировал ситуацию спасателем глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов. В Крыму продолжаются аварии в электросети. В Ялте вышла из строя подстанция, из-за чего без света остались несколько домов. А в Севастополе исчерпали лимит, из-за чего пришлось проводить аварийное отключение. Российская администрация отчитывается, что проблемы в сети решили. С 22 ноября в Крыму объявлено чрезвычайное положение из-за подрыва опор электролиний между аннексированным Крымом и материковой Украиной. 2 декабря была запущена первая линия энергомоста с Кубани в Крым. Вчера запустили вторую нитку этого энергомоста. Предприятия Крыма, остановившие работу на время чрезвычайной ситуации, будут наверстывать упущенное в ночные смены и в выходные. Об этом сообщил глава российского парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, запуск второй нитки энергомоста позволил возобновить работу практически всех предприятий полуострова. Теперь компании должны отработать трехнедельный отдых. Сейчас полуостров, благодаря линии Каховка-Титан, двум ниткам энергомоста с Кубани и собственной генерации, имеет около 1000 мегаватт. В Керчи возле отделений Крымтелекома ажиотаж. Абоненты спешат переоформить договоры, но процесс тормозит отсутствие печати, которые Крымтелеком должен проставить под каждым соглашением. Заключить договор можно будет и в январе, хотя ранее сообщалось о необходимости сделать это до конца декабря. Ажиотаж возник около 2 недель назад, когда оператор отключил должников от стационарной телефонной связи. Тогда абонентам сообщили, что связь будет восстановлена после погашения задолженности и переоформления договоров, которые начнут действовать с января 2016 года. Пусть остается название «Турецкая». С такой просьбой жители этой улицы Симферополя обратились к депутатам. Они боятся возможных растрат и разжигания межнациональной розни. Горожане готовы прийти на сессию горсовета и обратиться непосредственно к народным избранникам. Российская администрация города хочет переименовать улицу Турецкую на улицу Пешкова, летчика, которого сбили турецкие военные после нарушения воздушного пространства страны. В Крымском федеральном университете имени Вернадского создано турецкое общество студентов. Их поддерживает руководство университета, чтобы избежать конфликтов в научной среде. Создание национально-культурных обществ других иностранных студентов запланировано на январь 2016 года. Все они войдут в Ассоциацию иностранных студентов КФУ, целью которой является оказание помощи студентам-иностранцам в решении социальных и культурных вопросов.